приходить в храм Божий, да, встречаться со святыми и, конечно же, прославлять Его, открывать свои сердца. Поэтому и сегодня, у нас сегодня особенный день, у нас будет сегодня еще хлебопреломление, что очень важно, я сегодня расскажу. И поэтому, Господь, мы просто благодарим Тебя за этот день, который Ты подарил нам, для каждого из нас. У Тебя есть что-то в этом дне, и мы хотим это принять, то, что Ты приготовил, Господь. И пусть наши сердца Духом Твоим Святым будут открыты к тому, чтобы принимать пищу с небес, Господи. Чтобы это была не просто информация, чтобы это было живое Слово, Господь, которое меняет, преображает, Господи. И эти песни хвалы, которые мы будем петь, Господь, пусть они также, они доносят до Тебя, как фимиам, они будут приятны Тебе, Господи. И пусть наши сердца, они будут делать это, Господь, действительно открыто, благоговейно, с радостью, Господи, славить, прославлять Тебя, величать Тебя, великого Бога. Благодарим Тебя, Господи. Спасибо Тебе, Господь, за каждого, кто пришел. Спасибо Тебе за наше прославление, за этих верных, Господь, которые хотят, Господь, вести во святое святых каждого, кто приходит в храм Божий. Да будет Тебе вся слава. Аминь. Чудес
могу, силой возлюбившего. Все могу с тобой. Все могу, силой возлюбившего. Все могу с тобой. Все могу, силой возлюбившего. Все могу с тобой. Все могу, силой возлюбившего. Все могу с тобой.
за этот благодатный день, за это благословенное утро, Господь, когда Ты собрал весь свой народ, предстоящим перед Тобой. Господь, мы преклоняем свои сердца, преклоняем свои колена перед Тобой, Господи, ибо Ты есть Бог, Ты есть надежда наша, упование нашей вечной жизни. Спасибо Тебе, Ава, Отче. И сегодня мы, Церковь Твоя, преклоняемся, Господь, перед Твоим всемогуществом. Мы подчиняем свою волю, Господь, и ищем Твою волю, и говорим Тебе. Давайте, Церковь, простремся в молитве. Отче наш, сущий на небесах. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам своим. И не веди нас в искушение, но избавь от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Господь, благодарим. Когда мы говорим Тебе молитву «Отче наш, Господь», и когда говорим «Да будет воля Твоя», мы подчиняем свою человеческую волю Тебе. Господи, и мы просим Тебя, чтобы Ты высвободил сегодня свое могущественное помазание на свою церковь, на наш город Якутск, Господь, и на наши земли, Господи, чтобы земля была исцелена, чтобы земля эта наполнилась Твоей славой. Господь, мы сегодня простираемся к Тебе в молитве и говорим, что ранами Иисуса народ Твой исцелен. Мы сейчас молимся за каждого, кто болит, кто страдает, Господь, кто немощен. Ты победил эту немощь, болезнь и страх 2000 лет назад на Голгофском кресте. И Писание говорит, что Ты был изъязвлен за наши болезни, страдания, что Ты понес весь грех болезни, немощи на Голгофском кресте. И отныне болезнь, она не имеет никакой силы и власти над Твоим народом. Ибо это мы принимаем верой, Господь, верой, твердо веря в Твои обетования, что мы ранами Иисуса исцелены, и нет болящего среди народа Твоего. И прямо сейчас всякая тьма отступает от народа Твоего, всякие болезни, всякая немощь, они отходят во имя Иисуса Христа. И весь народ да провозгласит: ранами Иисуса мы исцелены во славу Иисуса Христа. Господь, мы сейчас, как церковь Твоя в единстве, молимся за наш город Якутск. Спасибо Тебе, Господь, за это, за то, что Ты переселил каждого из нас в этот город. Ибо каждый из нас, большинство из нас были рождены в других местах, в других деревнях и селах. Но Ты по какой-то причине собрал нас в этот город, поселил нас. И Ты собрал нас в свою церковь. И каждый имеет привилегию молиться, возвышать свой голос за этот город, который Ты дал нам. И мы сейчас, как власть имеющая церковь, в духовном мире провозглашаем на этот город обетование Божье. Мы провозглашаем, что этот город принадлежит Иисусу Христу. Как песня поется, которые мы поем в нашей церкви. Иисус, Ты царь этого города. Город, вот Ты излил на этот город благословение с небес. И город грядут изменения, город будет процветать, люди будут спасаться, тьма отступит, и люди будут вкушать, как благ Господь, как любит Он каждого и всех. И да будет во имя Иисуса Христа жатва в этом городе. И мы молим Тебя, Господь и Господин жатвы, пошли, вышли делателей на эту ниву, ибо урожай, пшеница уже поспела. Славим Тебя, Господь, за наши церкви, которые есть в городе Якутске и по пределу всей Якутии. Благословляем пастырей, служителей, каждого верующего в Тебя, Иисус Христос, чтобы мы поднимались как делатели, чтобы наши сердца горели ради Твоей славы, Господь. И мы благословляем всех пастырей, Господь, нашего пастора Алексея Белых, Господь, ее супругу Ларису, и всех служителей нашей церкви, наше прославление благословляем.
чтобы они всегда горели для Господа. Господь, Ты изливай свою благодать, благодать на благодать, чтобы мы двигались от славы в славу, во славу Иисуса Христа. Также мы молимся за Нерюнгри, нашу церковь, Господь, наших братьев, сестер, за дальневосточные церкви Амурской области, за нашего епископа Андрея Манчосова. Он поставлен блюсти Божье стадо, и мы благословляем его мудростью Божьей, чтобы он знал, как пасти это стадо Божье, чтобы он это сделал с любовью, Господь. Дай ему видение, Господь, укрепи его внутреннего человека. И мы благословляем всю церковь по Дальнему Востоку, в Амурской области, во имя Иисуса Христа, чтобы они укреплялись, чтобы они были водимы Духом Святым, чтобы каждый, кто в церкви, имел внутреннее свидетельство Духа Божьего. Спасибо Тебе, Господь, благодарим Тебя. И сегодня я благословляю, драгоценные братья и сестры, каждого из вас, да будут уши ваши открыты, да будет сердце ваше открыто, чтобы принять семя Божьего Слова, и да будете вы благословены в своей жизни, ибо это семя будет приносить плоды вашей жизни. Спасибо Тебе, Господь, и да во всем будет воля Твоя, благая, угодная, совершенная. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Мы сейчас будем молиться за детей. И драгоценная сестра Наталья Дмитриевна. Наталья Дмитриевна будет молиться за детей. И если кто не знает Наталью Дмитриевну, она является детским служителем вместе с Ларисой Леонидовной. И мы ждем. Дети — это есть благословение от Господа, да? И они нам даны на некоторое время, чтобы мы наставляли их с мудростью, с Божией. Об этом, обо всем есть Писание. Вы, родители, которые все читаете Библию, наверное, знаете, да, что Господь, Он наставляет детей, чтобы мы были научены, чтобы говорить им благие слова. Каждый раз мы должны высвобождать в их жизнь благие слова, чтобы они имели силу в жизни процветать и быть благословенным, влиятельным народом Божьим. Наталья Дмитриевна. Благодарим Тебя, Господь, за каждого ребенка, которого Ты нам дал, Господь, за это счастье быть родителями. И мы благословляем наших детей всеми благословениями на небесах, Господь, которые есть у Тебя, Господь. Пусть Твоя рука навсегда будет над ними, над каждым из них. Пусть они ходят Твоими путями, Господь. Пусть они познают Тебя по-настоящему, как своего Господа и Спасителя, Господь. Пусть они различают, что такое добро и зло, Господь. Ты в них вкладывай это понимание, Дух Святой. И пусть они находят в себе силы всегда выбирать добро. Пусть они имеют развлечения, Господь, с кем им дружить. И пусть они избегают злых и коварных людей, Господь, нечестивых. И пусть они выбирают хороших друзей, которые будут оказывать на них хорошее влияние, на которых они будут оказывать влияние. Господь, мы просим Тебя, чтобы наши дети, они всегда были здоровы. Мы просто провозглашаем божественное здоровье для каждого ребенка. И если есть какая-то болезнь, пусть она будет исцелена в каждом ребенке во имя Иисуса Христа. И пусть они будут послушны своим родителям, Господь. Пусть они почитают их так, как учит Слово Божье. И пусть они любят Тебя, Господь, любят Слово Божье, любят общаться с Тобой, Господь. И пусть они будут научены этому не только в церкви, но и дома родителями, Господь. И пусть они имеют хороший пример в своих семьях, Господь, как ходить Твоими путями, и берут пример со своих родителей, Господь. Мы благословляем успехами в учебе, Господь, во всяком деле, которым бы наши дети не занимались, Господь. Пусть они имеют успех от Тебя, Господь. Благослови сегодняшний день
И пусть то слово, которое будет высвобождено, коснется сердца каждого ребенка. И то семя, которое попадет, даст всходы и принесет плоды, Господь. Благословляем сегодняшний день, сегодняшнее слово во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, слава Богу. И как церковь мы провозглашаем на них, что это есть будущие пастора, будущие пророки, будущие евангелисты, будущие исцелители. И люди, которые будут нести славу Иисуса Христа в народы. Аминь. Аминь. И следующая часть нашего служения – это служение десятин, да? Жертвоприношение, дар любви нашей церкви. Опять в Библии сказано, 2 Коринфянам, 9 глава. Вот пастор нас учит, да, что если кто впервые пришел в церковь и не знает, что такое служение десятин, то он может воздержаться, пока Господь не будет давать ему откровения. А для того, чтобы получить откровение, нам нужно читать Слово Божье, да? И вот о служении десятин написано 2 Коринфянам, 9 глава, можно 6 стиха, да? «При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». И главное здесь вот что. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог». Аминь. Поэтому мы должны дать из любви сердца, да? Не потому, что пастор сказал или что это принято в церкви, а только из состояния сердца. Если у тебя в сердце есть давать десятину, приносить в дом хранилища Божьего свою часть, свою любовь, то ты можешь это делать. А тем, кто научен это делать, Господь благословляет тем, что они имеют мудрость, как распоряжаться своими финансами. И они, как народ Божий, будут процветать и духовно, и материально, и во всем. Аминь. Давайте сейчас простремся в молитве за даяние, которое сегодня приношены в дом хранилища, в дом Божий. Господь, мы благодарим за эти даяния. Спасибо Тебе за дающие сердца, за тот завет, который они заключили с Тобой, завет любви. Это служение, часть нашей любви к Тебе. Мы благодарим Тебя, Господи. Надели нас, как церковь, мудростью, как правильно использовать эти финансы, чтобы в нашем доме, в нашей церкви, в здании был свет, был газ, тепло, и чтобы миссионерские поездки, они состояли, чтобы Твои дела, они состояли, чтобы из чего было уделять нуждающимся, чтобы процветало Твое Царство Божье. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И сейчас я слово предоставляю Любовь Николаевне. Сегодня у нас причастие. И мы причастие, хотя принимали на то воскресенье, когда пастор Рафаэль приезжал, но мы должны принимать причастие. Можно, когда мы вспоминаем о нем, когда это будет необходимо. Дорогая церковь, любое таинство, которое мы совершаем, мы должны осознанно это делать. То есть мы должны понимать, что же мы делаем. И сегодня у нас причастие, таинство причастия. Если мы будем делать это правильно, то будет приходить сила, здоровье, долголетие. А если мы неправильно участвуем в этом действии, то наоборот, могут прийти болезни и даже может прийти смерть. К сожалению, не у всех христиан есть правильное понимание касательно вечери. Поэтому я думаю, что не будет лишним вначале зачитать основное место Писания, потом я дам кое-какие понимания по этому Писанию. Итак, давайте мы с вами откроем 1 Коринфянам. Какая глава? 11 глава. С 24 стиха читаем.
Это Иисус взял хлеб, и 24 стих. «И возблагодарил, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал: сия чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, как только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывая же себя человек, и таким образом ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Итак, вы знаете, вы все это много рассчитали, но мы можем упустить некоторые моменты, на которые я все-таки хочу обратить ваше внимание. И это очень важные моменты. Первое, что мы видим, хлебопреломление связано с чем? С заветом. Иисус говорит: «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Представьте, в крови Христа растворен весь Новый Завет. Что это значит? Все благословения, все обетования в жидком состоянии находятся где? В нас. Потому что Христос в нас и кровь Его в нас. Второе. Иисус предупреждает, чтобы мы не просто религиозно, ритуально, не потому что вот сегодня такой день, вот мы каждое первое, так сказать, воскресенье месяца, ели Его тело и пили Его кровь. И при этом, чтобы мы спокойно могли отвлекаться, думать о чем-то постороннем. Но что Он говорит? Делайте это достойно, рассуждая о теле Господнем. И чтобы мы понимали, что происходит в духовном мире в этот самый момент, когда мы это делаем. К какому телу, скажите, драгоценная церковь, мы приобщаемся? К какому телу? Тело Христа. О нет, драгоценные, тело Христа – это что такое? Это церковь. Церковь бывает церковь первенца на небесах, и церковь – это мы, физическая, то есть духовная и физическая субстанция, да? Это две церкви. Церковь на небесах и церковь здесь, на земле. И мы, кто мы? Члены этой церкви. О нет, к какому телу приобщаемся? Здесь написано. Прославленному телу Господа. Пожалуйста, смотрите, 27 и 29 стих, что там написано? Ясно написано, что мы причащаемся к телу Господа, то есть прославленному, духовному, воскресшему телу славы, телу Господа, в котором обитает вся полнота божества телесного. Это тело посажено по правую руку Отца. И это тело в нас Духом Святым. Понимаете? Оно в нас. И это тело, оно, как оно выглядит? Оно наполнено огнем, оно наполнено светом, оно наполнено силой воскресения. Описание, как выглядит Христос после воскресения, достаточно в Слове Божьем. Если кто-то из вас не знает, как выглядит, спросите у своих детей. Мой внук знает, как выглядит Иисус. Это огонь и свет. И поэтому, когда мы принимаем внутрь себя Его тело, тело Господа верой, на уровне воображения, драгоценные, я не вижу, когда я принимаю хлеб, я не вижу кусок хлеба физически. Я вижу огненную или горящую субстанцию света. И если вот так мы воображаем, то тогда внутри меня, вот здесь, происходит соединение с телом Господа. Соединяйся с Господом, есть один Дух с Господом. То же самое и кровь. В духовной субстанции нету алой крови нашей. Это свет, который сияет и который светится. Драгоценные, осознайте эту истину. Осознайте, что мы пьем и что мы вкушаем. Третий момент. Иисус в 24 и 25 стихе, который мы только что прочитали, прямо говорит, зачем нам нужно есть Его тело.
и пить его кровь. Зачем? Правильно, в мое воспоминание. Что это значит? Это означает, что каждый раз во время причастия мы должны повторять и повторять, проигрывать, переживать определенный сценарий в духе того, что сделал Иисус на кресте. И если мы держим в сознании переживания Христа и Его смерти, мы подключаемся к благословению причастия. Иисус тогда одухотворяет все то, что Он сделал. То есть активируется Новый Завет в Его крови. И через Его кровь высвобождаются все обетования и благословения. Вот поэтому, драгоценные, мы должны исцеляться, обновляться, восстанавливаться во время причастия. У нас в церкви, не только в нашей, вообще в многих церквях, есть проблема в этом. Есть проблема. И я надеюсь, что сейчас вы просто осознали, что было сказано, дома вникните и еще раз прочитайте с Духом Святым эти местописания, которые вы знаете наизусть. Вникните, к какому телу мы приобщаемся и что мы делаем, и что происходит в духовном мире, и что должно происходить, если мы это делаем правильно. Аминь? Для кого-то это было, может быть, ново что-то, но это не ново. Это то, что есть истина. Поэтому давайте просто поблагодарим Господа за это. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что мы можем приходить и всегда вкушать тело и кровь Христа. Воспоминания, что было сделано на кресте. Приходить благоговейно это вкушать. Приходить с почитанием, с благодарностью. Все то, что свершилось. Благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя, драгоценный наш Господь Иисус Христос, за все, что Ты сделал на кресте. За то, что Ты своей кровью омыл всякий наш грех и беззаконие. И за то, что Твоими ранами мы исцелились. Что тело Твое было ломимое, чтобы мы были здоровы. Благодарим Тебя. И пусть сегодня каждый примет Твое тело и Твою кровь в воспоминании для того, чтобы соединиться и причаститься, приобщиться к Твоему телу, прославленному духовному. Да будет так. Аминь. Драгоценные, можно подходить вот так вот по кругу или выходить. Проходите.
настроенные, пока идет причастие, надо просто молитвенно стоять и поддерживать, потому что люди в процессе, люди принимают хлеб. Мы все тело, понимаете? И мы все в единстве, поэтому тихонечко, чтобы не было лишних хождений, шума, мы принимаем все вместе причастие. Все, благословляю, Виктория. Садитесь. Садитесь. Спасибо большое прославлению. Спасибо. Раздадим им. Драгоценная тема сегодняшнего слова – это сражение за свою гору. Кто о чем подумал? Разные могли быть мысли. На своем жизненном пути мы встречаем и проходим не только равнины, но и горы, и долины, живописные места, пустынные. То есть и физический ландшафт у нас разный, но знаете, он также разный и духовный ландшафт. В Библии описано очень много гор. Я вначале выписала и толкование, и то, потом решила, что это очень большой материал, поэтому мы его упустим пока. Я хочу сказать, что каждая библейская гора имеет свое название и пророческое значение. И каждая из них связана с характером, с природой, с образом Христа. Поэтому специфические знания о горах важны, так как они могут нам помочь взаимодействовать с Богом в духовном мире. Мы понимаем, что в Библии все нам дано как прообразы. И смотреть на любого библейского героя или на какое-то историческое событие, которое там происходит, нам нужно с практической точки зрения примерять это все, скажем так, к себе. Сегодня я предлагаю посмотреть с разных сторон на гору Халева. Ту самую гору, которую он взял, будучи уже в преклонном возрасте. Это для нас своего рода поучительный пример, как нужно всю свою жизнь не только не упускать из виду, то есть держать фокус на том, что обещано Богом, но и добиться обещанного, войти в свое наследие, востребовать его. Не сомневаюсь, что саму историю Халева без труда перескажут почти все в церкви. И его главные черты характера перечислят. Поэтому мы сделаем основной упор на тех положительных моментах из его истории жизни, чтобы это было для нас какая-то польза. Да? Халев, он в равной степени пример для людей разных поколений, разных возрастов. И для старшего поколения, и для среднего, и для молодежи. И мы в этом сегодня убедимся. Что такое гора Халева? Это наша личная гора. Каждого из нас. Это та гора, где мы ведем битву за свое наследие. И там мы получаем добычу, как воин, в результате войны. И поэтому мы вправе назвать эту гору своим именем. Вот я ее назвала гора Любовь Швановой. Гора Августина, скажет это самое, Андреевой Августины. Гора там Пшенниковой Натальи и так далее. Каждый своим именем называйте эту гору. Если же дать более такую полную характеристику этой горе, то это гора ведения духовной войны. Гора духовного захвата врага и побед. Это гора мужества, гора силы, гора доблести, гора обладания нашими военными трофеями. То есть гора Халева – это личная высота каждого из нас. Это личная гора обетования. Это гора индивидуальной веры каждого. И поэтому эту гору мы должны штурмовать. И если она временно захвачена, по причине нашего неведения там, или еще какой-либой причине, неважно, мы должны непрошенных гостей оттуда, этих великанов, всех врагов просто выгнать. И для этого мы не только должны молиться, чтобы Господь дал нам эту гору, и ожидать, что Бог нам ее просто свалит на голову однажды утром. Все придет, все обетования свалятся. Ничего подобного не произойдет. Молиться надо, но не получится нам с вами, друзья, бездействовать. А придется твердо следовать Слову Божьему. И нам с вами предстоит брать свои высоты и входить в обетование.
и сражаться за них, как это делает Халев. Кто такой Халев? Кто он такой? Ну, где мы впервые с ним встречаемся? Во-первых, Халев – это один из 12, совершенно верно, соглядатаев, которые ходили высматривать обетованную ханаанскую землю. То есть он уже был лидер в своем поколении, в колене Иуды. Он из этого колена. И ему доверили такое важное дело. Да? И Халев – это также один из 2 соглядатаев, которые принесли положительную информацию об обетованной ханаанской земле. Кто еще был с ним? Иисус Навин, совершенно верно. Следовательно, Халев один из 2, кто впоследствии вошел в обетованную землю вместе с новым поколением, которое было рождено уже где? В пустыне. Вы помните, что старое поколение все, которое роптало, вымерло. Никто из них из-за недоверия Богу в обетованную землю не вошел. И так как нам очень важно понять, что же помогло Халеву добиться такой значимой победы в преклонном возрасте, давайте каждую характеристику этого библейского героя рассмотрим более внимательно. Ведь нам тоже надо брать свои обетования. Первое, что мы видим, что Халев, он смелый лидер. В чем проявлена его смелость? Халев вместе с Иисусом Навиным мужественно отстаивает свою позицию, что земля, он говорит, хороша, что взять ее народ может. Да, он, как и все остальные, видел, что там живут, не так просто придется взять эту землю, пошел да и взял. Надо сражаться за нее, сражаться надо. Но, тем не менее, он отстаивает самой своей жизни свою позицию, потому что угрозы были со всех сторон. Соплеменники, они хотели их побить. В числах 14:10 так и написано: «И сказало все общество, побить их камнями», то есть убить насмерть. Но слава Господня явилась в скине собрания всем сынам Израиля. И разве это, скажите, не смелость призывать невооруженный народ? А именно такие были евреи. Они вышли с рабства, откуда у них там было какое-то оружие. Они спасали свою жизнь, выходили. И вот таких людей они призывают идти на войну против врагов, которые жили на высоких горах, врагов, которые были великаны. Наверняка были оружие у них. И в числах 13 главе 29 стихе мы читаем: «Но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там». Это по 3 метра рост людей. Кто там жил на горе? В 30 стихе на просто перечисление: Хиттеи, и Иевусеи, Амореи. Вот люди, которые там жили, сыны Янаковы там жили. И Халев настаивает, тем не менее, можем одолеть эту землю. Вы знаете, не просто отстаивать свои убеждения, когда большинство, а большинство это же 10, да, против 2, когда большинство кричит со всех сторон совсем другое. Эта земля, что они говорят? Это земля, поедающая живущих на ней. И живущие там люди, великорослые. И мы в глазах наших пред ними как саранча. Представляете, как они себя видели? Как саранча. Откуда же тогда взялась эта смелость в этом Халева? Откуда корни этой смелости? Это же не просто было бахвальство. И не просто показной героизм. И за этой смелостью стоит то, на чем она и базировалась. И что это? Это великая вера в Божью верность, вера в сказанное слово, в написанное Божьим, в исполнение Божьих обетований. И эта вера оказалась выше страха и естественного человеческого сомнения. Итак, вторая черта, которая присуща Халеву, это полное доверие Господу. Уверенность в том, что Бог всегда со своим народом. То есть упование не на свои силы. Какие там на свои силы против таких великанов на горе? А на Божьи силы. Халев верит, что Бог ведет их в эту землю. И он говорит, что нужно соблюсти некоторые условия для этого. Помните, какие? Я думаю, может, так с разбегу не вспомнить, я напомню, которые нужно соблюсти, чтобы войти в эту землю. Вы знаете, давайте мы откроем числа 14 глава, 8-9 стих. Числа 14, 8, 9. «Только против Господа не восставайте,
и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на сиденье, защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Почему это так важно? Да потому что бунт против Бога и страх перед людьми, перед обстоятельствами – это есть недоверие Богу. Другими словами, отсутствие веры, друзья. А без веры Богу угодить невозможно. Запомните, бунт и страх – это те инструменты, которыми враг часто успешно воюет в духовной войне с христианами. Третья очень важная черта, которая прослеживается здесь, она также вытекает из веры. Что это? Послушание. Удивительно. Давайте прочитаем. Иисус Навин, 14 глава, 8 стих. Иисус Навин, 14:8. «Братья мои», это он сам о себе говорит, Халев, «братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердца народа, а я в точности следовал Господу Богу моему». Это Халев так о себе. А вы можете так сказать о себе, что в точности следовали Богу? Я не могу. Господи, прости меня, но я не могу так сказать. Это была бы ложь, просто наглая ложь так сказать, что если следуешь. Вы знаете, в 9 стихе здесь же то же самое подтверждает Моисей. 9. «И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Обетования придут, и гору получишь в наследие, ибо потому что, вследствие того, что ты в точности последовал Господу Богу». Вот оно, конкретное обетование, конкретное пророческое слово в жизнь Халева о его наследии. «Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и твоим детям». И Халев положил это в свое сердце и хранил это все долгие, непростые 45 лет. Вдумайтесь только. Он ходил по этой земле, когда высматривали ее как соглядатый, значит, она должна была быть его и никого другого. Он положил это в сердце свое. И третье подтверждение дает сам Бог. В числах 14:24. Числа 14:24. «Но раба моего», это Бог говорит, «но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Можете быть лучше похвала? Скажите. Оценка. Совершенно повиновался. Круто? Аминь. И в этом совершенном послушании, значит, что же мы видим, что за этим послушанием? Вот было совершенное послушание Халева. Что за ним последовало? Не пьедестал, не вознаграждение. А что? 40 лет странствования в бесплодной пустыне, наравне с тем народом, который бунтовал, который роптал, который не послушался их. И что же делает Халев? Ничего, он проходит вместе с народом. Участь одна постигла. Одна участь. И героев, и бунтовщиков. По-человечески можно сказать, а где же справедливость? Он так, все хорошо. Бог, что ж такое? 40 лет он бродит вместе с этим народом. И здесь мы видим еще одну черту характера Халева, а именно смирение и кротость. Как ведет себя Халев? Вы знаете, специфически в Писании не написано, как именно он провел, да, все эти годы. Но я вам скажу, как он себя провел. Это было время смиренного прохождения пустыни. Он разделял так же, как и все невзгоды, трудности с народом, и не упрекал людей, что это по их вине происходит. Почему можно сделать такой вывод? А знаете, очень просто. По поведению Халева в конце его жизни. Мы видим, что после смерти Моисея Халев принимает как лидера Иисуса Навина, того самого, с которым ходил в разведку еще, скажем так, в молодые годы относительно, с которым был единомышленником, с которым все годы был рядом. И Халев исповедует, что я буду служить Иисусу Навину точно так же, как и служил самому Моисею.
Что мы видим здесь? Никакой горечи, никакой обиды, никакого недовольства, никакой зависти, никакой гнили. Никакой. Что не его, а Иисуса Навина Бог поставил в эту высокую позицию. Наоборот. Мы видим послушание и кротость. Почему? Опять-таки, доверие Богу. Значит, так надо. Итак, мы увидели, что Халев отличался смелостью, кротостью. Драгоценная, вообще кротость и сила, они всегда идут вместе. Знаете почему? Да потому что кротость – это и есть сила, но под контролем. Кротость – это сила под контролем. Иисус говорит: научитесь у меня, ибо я смирен и кроток, да, сердцем. Невозможно стать смиренными, невозможно гордость бросить за одну ночь и проснуться таким вот прям кротким. Невозможно, это процесс формирования характера. Черты характера точно так же, как и плоды Духа, они взаимосвязаны. И они вытекают один из другого. Без веры не будет правильной смелости. Без веры не будет истинного смирения и кротости. И без веры не будет совершенного повинования и послушания. Аминь? А вера, друзья, она не растет за один день. Она укореняется с каждым днем жизни. Вера в Халева пустыне, она не ослабела. А соответственно и остальные черты, присущие ему, не ослабели, а только выросли. Халев не переставал мужать, не переставал возрастать на протяжении всей жизни. Когда израильский народ наконец-то вошел в землю ханаанскую, они разделили между коленами эту землю. Но у них появилась одна проблемка, встала на пути их. Что это за проблемка была? Это гора. Гора. Сыновья Янаковых. Они на этой горе продолжали себе жить. Они не могли, не удалось этому молодому поколению овладеть этой горой. Они пытались, нет, не получается. Любая гора, это вообще любая гора. Это всегда самая труднодоступная позиция. Да? И хороший плацдарм для того, чтобы вести войну. Вы знаете, что всегда в любой войне воевать с высоты легче, чем снизу. Конечно же. И все хотят, стремятся захватить прежде всего высоту. И там уже поставить свой какой-то знак, знамение, символ победы. Так вот, на этой горе был большой город. Кто-то помнит, какой город? Буковку Х. Хеврон. Хеврон. Очень значимое место для израильского народа. Помните, почему это было значимое место? Там была пещера Махпела. Что за пещера? Там были захоронены кто? Давайте вспомним, кто был захоронен в этой пещере. Авраам и Сара, аминь. Исаак и Ревека, и Иаков и Лия. Лия. Я лично трижды была в этом месте захоронения патриархов. Это в Израиле, в Палестине, скажем так. Знаете, что сейчас? Сейчас этот город находится действительно в Палестине, и 80% территории этого города находится под контролем именно палестинской национальной администрации. И только 20% под контролем израильской армии. 2 блокпоста, приезжаете вы. И там проживает, опять-таки, среди палестинцев всего около 1000 евреев. И живут они в отдельном еврейском небольшом, я сказала, очень небольшом квартале, тесном квартале, узеньком квартале. И в каждом доме есть что-то наподобие бомбоубежища. Люди, вообще, которые там живут, я бы сказала, что это люди-герои, это люди, которые всю свою жизнь положили за то, чтобы вот эта земля осталась их. Если они развернутся и уедут с этой земли, все, эта земля будет утеряна, палестинцы ее тут же заберут. А это не просто, они живут там с детьми, и там опасно. Вы знаете, вообще я вам советую, если кто будет в Израиле и будет возможность, туда могут попасть только те экскурсии, которые имеют аккредитованных специальных гидов. Вот фонд Эвенезер многие годы воспользовался услугами Нины Хауген, и она
провозила эти группы туда, поэтому мы могли это видеть. Вернемся к нашему герою. Халев. То есть мы поняли, да, что эта гора непростая, она очень нужна, важная. Вернемся к Халеву. Халев сам пришел к Иисусу Навину, попросил дать ему эту трудную для завоевания гору. И давайте мы откроем это знаменитое место Писания. Иисус Навин, 14 глава, 12 стих. «Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Янаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Вы обратили внимание, что он сказал? Упование на Божью силу. Может быть, Господь будет со мною. Он не на свои силы уповает. Отсюда вытекает его смелость взять эту трудную гору. Нельзя не отметить также еще одну важную черту Халева, а именно это его целеустремленность. Стремление на протяжении всей своей жизни к высшим достижениям. Обычно люди как проживают свою жизнь? Стремятся добиться чего-то, подняться как можно выше в любой сфере, да? И особенно по молодости, да? Когда расцвет сил, пока здоровье есть и так далее. А в определенный период уже своей жизни, когда достигают какого-то пика, и затем в лучшем случае что люди делают? Довольствуются тем, что достигли, гордятся, если есть чем гордиться, конечно, своими достижениями. Вот. Но большинство людей что делает? Они что? В худшем случае начинают медленно спускаться с горы. Молодым везде у нас дорога, говорят. Халев так не считал, правда же? Халев так не считал. А здесь мы видим совсем другой сценарий. Халев всю жизнь идет вперед. Четко преследует цель – взять новую высоту, покорить самую сильную крепость врага, которая оказалась, как я уже сказала, оказалась не по зубам даже молодым. Если вспомнить, сколько Халеву было, когда он был послан соглядатаем? Совершенно верно, 40 лет. 40 лет. И вот представьте себе, все вымерли, люди, кто ходил вместе с ним. То есть он и Иисус Навин был, и те, которые родились. То есть это молодежь, это ихние дети или ихние внуки. А они два старца. Вот и все. Потому что Халеву было 85 лет, когда он сказал: дайте мне эту гору. И что же он о себе сказал? Человек как себя оценивает, как позиционирует, идентифицирует себя как. Он говорит, Иисус Навин, 14 глава, 11 стих. «Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей, сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть, для того, чтобы воевать и выходить и входить». И этот настрой позволил ему выгнать оттуда 3 сынов Янаковых. И секрет такого значимого успеха, захвата вражеской вершины, был не в его естественной силе, конечно же, да, а в его вере, в послушании, в совершенном повиновении Богу. И еще мы помним, мы читали вначале, у Халева был иной дух, да? А что такое земля ханаанская, скажите, для нас, вот для каждого из нас, что такое земля ханаанская? Это что? Что это? Ну, для нас земля ханаанская. Это наше наследие, все наши обетования. Это духовная брань. Это для нас земля ханаанская. Мы же даже песни есть такие. Их нам нужно брать, эту землю? Да, и они. Израиль как прообраз для нас, и он это сделал. Им пришлось силой взять эту землю, которую им дал Господь. И написано, Царство Божие также усилием берется. Гора Халева, это, как мы уже говорили, это наши личные горы. Это те обетования, которые мы лично получили. Они специфические для каждого из нас. Это наше наследие. У меня наследие будет другое, чем у Тони. У Тони другое, чем будет у Олега. Оно будет отличаться чем-то еще плюс. То есть не только то, что все дети Божьи обещаны, всем детям обещано, но и что-то личное, что-то только твое. Поэтому каждому надо подняться на свою гору, изгнать великанов и в точности последовать за Господом. Нам будет трудно, скажите? Да. Да. Будут препятствия на пути? Да, и притом много. Потребуется вся вера.
Вера Божия потребуется нам драгоценная. Потребуется смелость, неотступность. Да. Потребуется послушание в точности исполнять, что Бога повеление. Да. Но это все стоит того. Это реализованные обетования Божьи. Это победа. Наверстать упущенным никогда не поздно. Оказывается, 85 – это время для великих достижений и побед. Ободритесь, драгоценные братья и сестры. Кому 50 плюс, 60 плюс, вы еще юные. Моисей начал свое служение в 80, а Халев 85. Был молодчиком во всех отношениях. Все помолодели, заулыбались. Аллилуйя. Это сложный путь, но мы все необходимое, драгоценное по благодати и милости Божьей получаем на этом пути. Что же у нас есть? У нас есть вера Сына Божьего, которой мы живем. У нас есть Дух Святой, который нам дает силы, который нас направляет на этом пути и помогает одолеть препятствия. У нас есть Слово Божье, светильник, который вразумляет и также направляет. А чего же нам не хватает, драгоценные? Чего нам не хватает? То, что было у Халева. Кому-то не хватает послушания, кому-то мужества, кому-то кротости, кому-то целеустремленности, а кому-то всего вместе взятого. То есть не хватает веры и доверия к Господу. От кого зависит, скажите, чтобы наши характеристики были такими, как у Халева? Какие? Конечно же, от нас зависит. Будем мы смело и настойчиво сражаться с духовным врагом. И прежде всего, где сражение у нас происходит? Где? В голове. Внутри нас, конечно, в нашем сознании происходит. И здесь, прежде всего, нужно разрушить укрепления, разрушить твердыни и заменить их Божьими, обновить мышление, чтобы мы уподобились характеру Христа. Понимаете, мы не можем сидеть и ожидать, что манное будет на нас идти, она однажды прекратилась. Мы уже в обетованной земле. Не будет она идти. Нужно возрастать в вере через откровения свыше, через личные отношения с Богом. Без откровения, драгоценного, мы не можем быть целеустремленными. Не зря же апостол Павел писал в послании Ефесянам, что молился он, чтобы Бог нам дал духа премудрости и откровения, просветил очи сердца и перечисляет, для чего это все нам нужно. И в том числе, чтобы святые познали о своем наследии. Что же для них приготовлено? Да? Ефесянам 1 главы почитайте потом. Значимость откровения, конечно, его переоценить невозможно. И оно превосходит любую, самую лучшую, самую богатую христианскую информацию. Зная примеры информации, чем мы обладаем во Христе, а мы сейчас все перечислили с вами, все знаем, но это не сделает нас владельцами этих неисчислимых богатств. Но имея откровение о своем наследии, мы реально начинаем уже сражаться, чтобы владеть тем, что нам дано. Откровение указывает на конкретную цель и ведет, и дает силу, чтобы это исполнилось. Как получить откровение драгоценное? Знаете, мне кажется, что вот сколько раз, я раз в месяц выхожу всего сюда, но вот сколько вот я раз выхожу, я все время повторяю. Я не устану повторять, просто напоминаю уже как молитву. Что же нужно делать? Строить отношения с Господом. Нет другого пути. Ходи с Ним, изучать Слово Божье, желать и ожидать, что Бог будет давать откровение, Он будет действовать. Другого пути нет, драгоценные. И в то же время у многих из нас есть то, чего не было у Халева. Я имею в виду, из отрицательного есть. Кто-то может сказать, что у нас такое есть, чего не было у Халева? Близость к Богу. А? Дух Святой. Нет, я сказала из отрицательного. Это ленность и трусость, друзья мои. И в чем это выражается, сейчас скажу. Недостаточно услышать пророчество и потом бездействовать, сидеть сложа руки. Мол, Бог сказал, значит, Он это исполнит. Вовсе нет. Нам с вами надо начать двигаться в вере, если нужно, то и сражаться, чтобы войти в пророческое слово, чтобы оно исполнилось. Что сделать? Выписать значимые благословения, молиться за них, высвобождать. Да будет мне Господь по Твоему пророческому слову.
Конечно, не спросить, когда это должно исполниться, размышлять. Если человек услышал и положил в долгий ящик, не познал его, не активировал это пророческое слово через свои уста, не сражался для него, то очень велика вероятность, что оно забудется и будет безвозвратно потеряно. Любое личное и индивидуальное пророческое слово, оно условное. То есть имеет условия, да? Оно зависит от того, насколько человек примет это слово, насколько он уверует и будет взаимодействовать с этим словом и с Богом. Если человек не принял пророческое слово, оно абортируется. Автоматически ничего не происходит в духовном мире. И в то же время я лично и каждый из вас ничего сам ускорить не могу. Чтобы вот оно, я услышала, вот там мне Бог сказал, что я буду там апостолом всея Руси. И я хочу завтра уже не встать. Не-не-не, я ничего не могу ускорить, то, что Бог сказал, да? Вот, а что я могу? Я могу просто в послушании проходить по определенный мне путь. В определенное время это исполнится, если буду взаимодействовать. И что я еще могу? Я могу замедлить. То есть ускорить не могу, а вот замедлить, да. Процесс вхождения в те или иные вещи. Когда, особенно, каким образом? Через невнимательность, беспечность, лень, непослушание, отступление, в конце концов. И моя задача не замедлить. Говоря проще, подарки бесплатные. Но мы ответим, как их использовали. Кому много дано, тому совершенно верно, стало много и спросится. Если бы Халев не принял как откровение для себя Слово Божье, не думал о нем на протяжении многие годы, не размышлял, не мечтал о своей горе, которую пообещал ему Бог, да, в наследие, он бы никогда эту гору с великанами не одолел и не взял. Но Халил хранил это в своем сердце. Это как обетование, как личное откровение для себя. И когда пришло время исполниться, да, а это прошло через 45 лет, мы помним, Халил сказал Иисусу Навину: дай мне эту гору, на которой живут великаны. Он верил в то, что это та гора, что эта гора и есть его наследие. Он верил в это, в силу слова, в верность Бога. И верил, что для Бога нет ничего невозможного. Кто-то из вас драгоценные ведет, скажите, дневник с записями, что Бог лично вам обещал. Будь то через пророческое слово, которое могло быть высвобождено через пророческого служителя на конференции, или здесь, в церкви нашей, через братьев и сестер, или просто кто-то вот высвободил вам это пророческое слово, сказал, или вы получили его лично, через личные видения, через сны, через слово Рема, Бог вам сказать может что-то, вы конкретно знаете, что это вас касается лично. Я записываю, скажу честно, и я не кривлю душой. Я записываю, и знаете, что я заметила? Что то слово, которое я приняла, и оно стало уже моим, к которому я периодически возвращаюсь, молюсь по этому слову, изучаю Писание, имеющее отношение к этому слову пророческому. Так вот, это слово и исполняется в моей жизни. А то слово, которое я не приняла, особенно если сразу пропустила его через разум и подумала, ой, это нереально, невозможно и так далее. Знаете, что с этим словом случилось? Оно рассеялось, как туман. И действительно ничего в моей жизни о нем не говорит и не напоминает о нем. Время просто ушло. И эта гора оказалась невостребованной мною. Поэтому, драгоценные, не только выписать полученные обетования и распечатать их, но и молиться, размышлять. Можно рисовать людям творческим картину будущего, представить образно, чтобы это стало вашим поистине. Прежде всего здесь. Вот пока здесь не станет вашим, там не возьмете. Вот здесь вначале. И таким образом вера будет расти. То, на чем мы фокусируемся, мы для этого и создаем место в своей жизни. Когда мы фокусируемся, ожидаем от Бога что-то хорошее, мы становимся этим своеобразным магнитом. Понимаете? И мы притягиваем это хорошее.
с духовной сферы, с небес мы притягиваем себе. Это хорошо для нас? Говорят, хорошо, отлично. Да, конечно. Но в то же время этот принцип действует в равной степени и по отношению плохого, негативного. Понимаете? Вопрос в том, на чем мы действительно фокус держим. На чем наши мысли. Ведь каковы мысли такого человека? Например, человек держит фокус на демоническом мире. Есть люди, которые любят говорить только о бесах. Верит в то, что если враг его атакует, то Бог не сможет его остановить. Это, естественно, ведет к страху, к отчаянию. Тогда, когда есть вера в Бога, это уверенность в том, что Божий план, Его провидение в любом случае состоится. Потому что Бог всемогущий, всесильный, и потому что никакое средство, никакая сила его не может остановить. Аминь? Аминь. Смотрите, вера и страх, они очень похожи. Очень похожи. И в том, и в другом случае это что есть? Убеждение. Убеждение в чем? Что что-то с тобой случится. Или хорошее, или, соответственно, плохое. Веришь в хорошее, или ты плохое. Из веры проистекает смелость и мужество. Я думаю, это понятно, да? Потому что человек, который верит в Бога, он будет на Его силу уповать. А из страха что проистекает? Неверие, трусливость, боязливость. И здесь упование, естественно, на себя. И вера, и безверие формируются где, драгоценные мои? Внутри. В разуме. И начинается все с чего? С мыслей, совершенно верно. Филиппийцам 4:8, я думаю, все знаете наизусть. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что достославно, что чисто, что любезно, что добродетель и похвала, о том помышляйте. То есть, кто во Христе, а мы с вами во Христе, не должны позволять себе съезжать в мыслях в неправильные вещи. И вместо того, чтобы думать о небесном, о величии нашего Господа как победителя, или, значит, нас только победителя в нем, нам не позволительно, друзья, превозносить и возвеличивать в своих мыслях уже побежденного врага. А что делать, если такие мысли атакуют? Противостоять, гнать их, переводить свой взор. Это в нашей власти, нашей силы. Вследствие неправильных мыслей что будет? Неправильная привычка. А вследствие неправильной привычки скверный характер будет. А вследствие скверного характера незавидная судьба. И поэтому об этом надо думать. И вследствие неправильных мыслей также есть неверие, да? А цена неверия слишком высока. Слишком высока. Израилю это чего стоило? Гибели целого поколения всех, кто вышли с Египта. 40 лет странствования в пустыне. Вот цена. Вы что думаете? Цена неверия в ответственный период жизни для каждого из нас тоже высока. И она для каждого своя. Как это может выглядеть в жизни? Смотрите, кто-то, к примеру, закопал свой талант в землю. То есть что-то, пусть это будет страх, или лень, или погоня за богатством, послужили тому, что человек свои дары, данные ему Богом, не использовал по назначению. А значит, он не сможет войти, может пройти мимо своей цели, предназначение не выполнит, не войдет в обетование, не получит наследие. Скажите, печально это? Да, это трагично, я бы сказала. Вот почему так важно вникать в себя и в Писание. Там описаны не просто истории людей, а что? Это для нас как прообразы. Мы сегодня рассмотрели с вами только один всего момент, и то, скажем так, образ этот мы рассмотрели очень быстро, поверхностно. А если вникнуть поглубже, то еще много чего может открыться. Например, можно посмотреть, это для тех, кто изучает поглубже, что означают те или иные слова, относящиеся к характеру, черту характера Халева, описание его действий на иврите. Что означают числа, относящиеся к возрасту 40-85. Да что значит имя Халев? Имена людей, вы знаете, они не просто написаны в Библии. В именах людей это послание. Я имею в виду еврейских. Притчи,
знамения. Имена в основном отражают природу, характер, опыт или деятельность человека, народа или места. То есть и имена, они несут смысловую нагрузку. И часто пророчески говорят, что человек может пережить в своей жизни. Пример Иов переводится «гонимый». Объяснять не буду. Он это и пережил. В Библии, вы знаете сколько? Около 2900 имен упоминается. 2900. В прошлом воскресенье наш дорогой гость, пастор Рафаэль, привел пример с именем Иуды. Хотя само имя Иуда, оно имеет значение хорошее, хвала. Но так как оно было опорочено Иудой, одним из учеников Иисуса Христа, да, который его предал, это имя никто в христианском мире не желает брать. Да? Никто не хочет. Все больше христиан предпочитают называть Давид, Даниилом, например, что значит «мой Бог, судья», или Петр, камень, или Сава, воин Божий и так далее. Доброе имя, как видим, оно лучше дорогой масти. Знаете, и все-таки, как бонус, я вам скажу, что значит имя Халев. Халев это означает «одно сердце». Одно сердце. И это слово, оно происходит, вернее, связано со словом, которое означает верность, послушание и готовность повиноваться воле Господина. Скажите, эти характеристики соответствуют Халеву? Аминь. Верность, послушание, готовность и так далее. Поэтому думайте, драгоценные, как называть своих детей. Имя имеет значимость, весомость, влияние и потенциал. И поэтому я предлагаю нам с вами встать и помолиться за это слово сегодняшнее. Господь, мы благодарим Тебя за этот библейский пример, за то, что Ты побуждаешь нас быть ревностными в достижении нашего наследства. Да будет у каждого из нас такая верность и такое послушание, как у Халева, и такая жажда, и такая готовность познавать Твою волю, такая целеустремленность и такая сила, которая выражена в кротости и смирении. Благослови, Господи, народ Твой, духом откровения и духом премудрости, чтобы никто не погиб от неведения, от того, что поддались страху, но чтобы все вошли в обетование. Веди нас, Дух Святой, на наши горы, каждого на свою гору, чтобы мы взяли их по праву наследования. Укрепи каждого из нас на этом нелегком пути и умножь, Господи, веру каждого из нас. Аминь, драгоценные.